именно думаю, что это будет очень интересно. Так, 60-летие. Вот, посмотрите, открытие мемориала. Вот этого воинского, это там 3 женщины, да? Это как раз было, да? Дальше, открытие художественной выставки, посвященной 60-летию. Премьера коми-спектакля. Вот сейчас мы ничего не говорим. Премьера коми-спектакля. То есть задача была состояла в том, чтобы каждый что-то сделал. Премьера коми-спектакля в драмтеатре. Значит, это был, значит, Юшков Геннадий после «Вечерней зари» на коми-языке. Понимаете, мы все время об этом думали и все время нацеливали. Это я сейчас вам не говорю, это же постоянная работа там, при встречах и так далее. Дальше. Гастроли Воркутинского драмтеатра. И у них был такой спектакль, тоже очень, очень такой, вы, наверное, знаете, 13-й председатель. Такой достаточно спорный. Содиков, приглашенный режиссер, он потом у нас работал. Дальше. Музыкальный театр. Поставил балет «Макбет». Балет, почему? Потому что «Макбет» это впервые дал разрешение на этот балет Кирилл Молчанов. Вы же знаете такого композитора? Кирилл Молчанов. Да вы знаете, это была очень большая работа, потому что к нему пошли балет, и он, значит, приехал к нам. И в течение вот всего этого года, юбилейного, вот гостями музыкального театра, и каждый театр еще, вот были, я написала, Наталья Гундарева, Олег Видов, Наталья Варлей, они приезжали в мае, да. Дальше. У нас уже работали болгары, была премьера документального первого советско-болгарского фильма на примере Коми-республики. Дальше. В июне прошла, у меня тут по страницам, научно-практическая конференция, посвященная 60-летию Коми-СССР. Научная конференция, понимаете? Я не знаю сейчас, есть или нет. Дальше. И вот мы все это знали и занимались правительственным концертом. Нужен был правительственный концерт, это всегда сложно, но нас потом похвалили, все там долго очень работали. Вот на стадионе было театрализованное представление «Пою мою республику». И представляете, кто участвовал? Значит, во-первых, в самом этом представлении участвовало около 5000 участников. Это со всех районов лучшие коллективы, они как бы отчитывались, да? А зрителей побывало 60 000. Украшением праздника стал приезд вот это на стадионе Надежды Чапрыги, Геннадия Хазанова, Леонида Серебрякова, Евгения Суржикова, вы помните эти фамилии? Александр Стрельченко, потому что Стрельченко работал, Геннадий Белов, помните? Вот. Дальше Ян Френкель. Понимаете, то есть это было все время. И теперь я вам скажу, а украшением вот этого мероприятия стал приезд к нам оркестра Всесоюзное радио и телевидения под управлением Юрия Силантьева. И знаете, почему это было интересно? Потому что у него на этот период, на 22 августа, был запланирован выезд в Польшу. Но сказали нет. Участвуйте в юбилее Коми-республики. Представляете, вот это авторитет. Авторитет, вот я вопрос хочу сказать. И, значит, я хочу сказать, что, конечно, блестяще. Мы потом встречались с ним, он говорит, что он никогда, этот оркестр, не выступал на стадионе. Вы представляете? То есть я хотела просто сказать, что в 60-летие мы к столетию приближаемся, а это было все заранее уже давно выстроено, чтобы каждый чувствовал себя соучастником, не просто зрителем, соучастником. И видите, каждый театр, и выставки, и писатели в виде драматических произведений, понимаете? Человек ведь должен за этим стоять. Человек должен чувствовать, что он делает. Только тогда ты почувствуешь праздник, если ты сам участвуешь в нем. Или зрителя, это пассивно, или ты, например, делаешь. Ну, согласитесь, чтобы... И это, повторяю, тоже объединяет. Вот чего сейчас нет? Ну, разобщенность. Я не знаю, вы это чувствуете или не чувствуете, но я, например, очень чувствую вот эту вот разобщенность. Каждый сам по себе, дверь закрыл, никого не пускаю, чтобы то-то, то-то не сделали. Тогда была открытость какая-то, да?